Со своими врагами генерал расправлялся жестко и решительно. 5 июня 1993 года недовольные режимом Дудаева силы, опираясь на поддержку мэра Грозного Беслана Гантамирова, попытались провести референдум, является ли Чечня суверенным государством или же частью Российской Федерации. За день до предполагаемого референдума Дудаев расстрелял из пушек Грозненское городское собрание и мэрию. Бой шел 3-4 часа. Надо при этом сказать, что у моих милиционеров и охраны городского собрания было только стрелковое оружие, 2 БТР, о которых вот шла речь, и несколько гранатометов. Практически по улице Красных фронтовиков были выкатаны 2 тяжелых, артиллерийских установки и 2 установки. И прямой наводкой расстреливались и городское собрание, и управление внутреннего дела. Они находятся друг против друга прямо вот на одной площадке. Но, тем не менее, взять эти 2 здания они не могли. Я уже после звонка по телефону сам, со своей охраной тоже пробился к месту боя. В этот день я потерял и брата своего, сам был ранен, очень много своих близких друзей вот в этом месте. Меня уже охрана без сознания вынесла из этого места. Ну, к часам 11-12 уже все было кончено, там погибло порядка 65 моих милиционеров и товарищей. Через 3 месяца Джохар Дудаев с интересом узнает, что для борьбы с оппозицией танки применяются и в Москве. Из письма Джохара Дудаева Борису Ельцину. Его превосходительству, президенту Российской Федерации, господину Ельцину Борису Николаевичу. Уважаемый господин президент, правительство Чеченской Республики одобряет ваши действия по подавлению коммунистическо-фашистского мятежа в Москве, имевшего своей целью захватить власть в России и потопить в крови демократию, возродить в стране исторически изжившую себя систему. В этот суровый час, когда решается судьба России, мы еще раз хотим заверить вас, что мы верны слову и готовы помочь в любой момент всеми средствами, которыми располагаем. Президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. Город Грозный, 7 октября 1993 года. Республика была полностью подконтрольна Джохару. Везде были его люди. Если не хватало силы людей, то была специальная банда, которая, уничтожала тех, кого надо убрать. Однако, как минимум в одном районе Чечни, над Теречном, дудаевской власти никогда не было. Руководил районом Умаров Турханов. В декабре 1993-го его выбрали председателем Временного совета, который постепенно превратился в серьезную оппозицию дудаевскому режиму. В апреле 1994 года на стол Бориса Ельцина ложится докладная записка начальника Московского управления Федеральной службы контрразведки Евгения Савастьянова. Автор предлагал несколько вариантов решения чеченской проблемы. И дальше делать вид, что в Чечне ничего не происходит, предоставить Чечне независимость, ввести войска или использовать чеченскую оппозицию для свержения режима Дудаева. Ельцин отметил галочкой вариант поддержки оппозиционных Дудаеву сил в Чечне. К Савастьянову зачастили чеченские оппозиционеры. Это были удивительно похожие визиты или встречи. Все они примерно проходили по одному и тому сценарию. Вы живете в Москве, вы не представляете, какая вот у меня лично поддержка и опора в Чечне, сколько за мной людей, какие за мной стоят тейпы. Вы нам дайте деньги, дайте оружие, мы свергнем Дудаева. Я обычно говорю так, вот вы начинаете что-нибудь делать, потом посмотрим, может быть, пойдут и деньги, и оружие. Кто и почему поручил Савастьянову заниматься Чечней, не совсем понятно. Я видел, что это было не поручение, это была его, наверное, основная работа. Он перепоручил работу в Москве и Московской области, тогдашнего ФСК, Ковалеву, а сам занимался только Чечней. И интересы, конечно, у него были свои, шкурные интересы. Я сейчас не боюсь, и я когда-то подозревал, сейчас точно знаю. Савастьянов сделал ставку на руководителя Надтеречного района Умара Турханова и попытался сплотить вокруг него других оппозиционных лидеров.
Из Москвы в Надтеречный район стали поступать деньги и оружие. Принято решение было выделить мне средства, выделить мне оружие, выделить мне все, что я им сказал, что если будет все это выделено для меня, я готов свергнуть эту власть, договориться с поддерживающими его сторонниками, то есть имеется Гилаем, Басаем, со всеми, с этими полевыми командирами, договориться и сказать: слушайте, давайте сделаем так, уберем Дудаева, уберем всех с власти, потребуем, то есть заставим их убрать. Интересно, что директор ФСК Сергей Степашин предлагал Кремлю сделать ставку на другого чеченца. Степашин направил в администрацию президента докладную записку, из которой следовало, что реальной альтернативой Дудаеву является Руслан Хасбулатов. Глава администрации Сергей Филатов не осмелился передать ее Борису Ельцину. Степашину позвонил Сергей Филатов, который сказал, что эти документы я президенту докладывать не буду. Ты самоубийца, ты не понимаешь, значит, что ты предлагаешь Борису Николаевичу. 15 октября 1994 года объединенные отряды чеченской оппозиции с двух сторон, не встречая особого сопротивления, вошли в город Грозный. Передовым отрядом оппозиции оставалось до президентского дворца чуть более 400 метров. Казалось, еще одно небольшое усилие, и с ненавистным в Москве режимом генерала Дудаева будет покончено. Но вместо этого из Москвы пришел совершенно другой приказ – отрядам оппозиции покинуть Грозный. Я спрашиваю Автурханова, я говорю: кто тебе дал команду выехать? Он говорит: нет, дал команду выехать, говорит, вот руководитель ФСК, говорит, Российской Федерации. Я, говорит, ему ночью звонил. Я говорю: а зачем ты звонил ФСК? Вот он мне сказал, говорит, председатель. Я, говорит, проверил, продублировал, помощнику позвонил президента, который курирует. Батурину. Так, он мне, говорит, подтвердил, что надо выходить. Убито было всего 7 человек. Вдруг они получили приказ из Москвы и немедленно убрались из города. Как объясняют многие из тех, кто был на парламентской комиссии, речь шла о том, что самым сильным лидером тогда, самым авторитетным человеком, которого можно было бы противопоставить Дудаеву, был Хасбулатов. Значит, получалось, что власть упала бы бескровно в руки Хасбулатову. Кто такой Хасбулатов в октябре 1994 года, вы уже представляете, да? Для Ельцина Хасбулатов оставался врагом, человеком, который совсем недавно пытался отобрать у него власть. Не исключено, что огромный авторитет Хасбулатова в Чечне заставил Ельцина с настороженностью относиться ко всей чеченской оппозиции. Мирные переговоры Хасбулатова с дудаевскими полевыми командирами о сдаче Грозного руководителям вооруженного похода оппозиции на чеченскую столицу были не нужны. Приносят мне радисты мои перехваты. И там написано: Хаджиеву, Автурханову, Гантемирову. Хасбулатов ведет переговоры с дудаевскими командирами относительно мирной сдачи Грозного. Опередите его. Я им говорю: вот это что такое? Я говорю: вы что, говорю, вы хотите здесь развязать войну против своего народа? Я веду переговоры. Я веду переговоры, чтобы не было крови. Вас что, это не устраивает? Они мне прямо говорят: не устраивает. Мы хотим войны. Операцию «Опора» на вооруженную оппозицию в Чечне придумал и начинал разрабатывать Евгений Савастьянов. Но реализацию проекта Борис Ельцин Федеральной службе контрразведки не доверил. Я думаю, что сказалась давно накопленная нелюбовь Ельцина к нашему ведомству. Не доверял он ему, хоть ты тресни. Не любил он его, хоть ты тресни. Меня в октябре Ельцин отстранил, потому что сыграл фактор Сочи. Этот фактор и в советской истории, и в российской всегда имел и еще долго будет иметь особое значение. Губернатор Краснодарского края всегда попадал в круг лиц, наиболее близких к московскому руководителю. И тогда губернатор Егоров
царство ему небесное, предложил Ельцину схему решительных действий и решительного решения чеченского кризиса по тем соусам, что вот он тоже с Кавказа, он с Краснодарского края, знает, как это решить, и нашел отзвуки и отклики и в окружении Ельцина, и так далее. Передачей оружия оппозиции и планированием операций в Чечне занимался непосредственный подчиненный Николая Егорова, замминистра по делам национальностей Александр Котенков. Генерал Котенков в свое время несколько лет был замполитом танкового батальона. Видимо, поэтому он лично принимал танки, которые Министерство обороны выделило для оппозиции. В Кремле операцию курировал помощник президента по национальной безопасности Юрий Батурин. Сначала руководство придерживалось принципа «ни одного русского на территории Чечни». Именно так подобрали экипажи боевых вертолетов, которые выполняли задания в интересах оппозиции. Было 3 вертолета, по-моему, Ми-24-х, вот, и, по-моему, 6 или 7 человек экипажа. Из бывших первоклассных, кстати говоря, пилотов, причем людей с очень своеобразной и очень трагической судьбой, там, из числа офицеров, оставшихся в союзных республиках, обреченных на нищету и вынужденных вот таким образом подрабатывать. Когда нам выделили танки, нам танкистов не хватало. И мы решили взять танкистов подобрать. Но времени опять. Мы могли бы своих танкистов подобрать, и мы могли бы поездить по России, поговорить с людьми, так сказать, окончился срок службы с ними. Но у нас опять времени не хватало. Время. Я тогда еще сказал, буквально следующее, говорю, хотите, я съезжу в Карабах, в Приднестровье, привезу оттуда экипажа. Какая проблема там за деньги набрать людей. А зачем это? Сложность огород городить. Я попросил спецслужбы помочь мне в этом отношении. И попросить вот именно в тех частях, которые в танковых частях, сегодня, если они выходят, увольняются со службы, вот с ними переговорить, заключить договора. Посылал со спецслужбами, представитель спецслужб посылал своих работников, те, которые проводили эту операцию. То есть договаривались, позаключали договора с ними, что они за определенные деньги, как наемники. И они отрабатывают у нас это на танках. Таким образом мы взяли экипажи, только экипажи. Эти кадры показали почти все телекомпании мира. 26 ноября 1994 года разработанная ФСК операция с треском провалилась. Вошедшие в Грозный отряды оппозиции были разгромлены и бежали из города. А из подорванных и захваченных в плен танков достали русских танкистов. Россия покажет, как это будет со всеми дать. С русскими танкистами. Министр обороны тут же заявил, что никакого отношения к российской армии эти пленные не имеют. Грачев заявил, что мы не являемся военнослужащими российской армии. Вот это личный номер офицера, который еще раз доказывает, что мы военнослужащие российской армии. При увольнении в запас вот этот номер с удостоверением личности обязательно сдается. А начинался поход против Дудаева вполне успешно. Несколько батальонов оппозиции, хотя и в разное время, но все же вошли в Грозный и продвинулись к центру города. В 12 я доложил Ельцину, что мы вошли в Грозный. Умару хватило ума еще собрать всех 4 командиров батальонов рядом с ДГБ в одном здании. Там их, собственно говоря, к сожалению, это чеченские командиры. Там, к сожалению, их застали врасплох. Потому что они вошли, когда город оказался практически пустым. Вы говорите, штурм Грозного. В городе никого не было. Они там столы накрывали? Да? Совершенно верно. Вот, собственно говоря, одна из причин. И потом, когда был неожиданный удар, операцию готовил Аслан Масхадов. Когда отряды Автурханова входили в Грозный, далеко не все дудаевские полевые командиры спешили вступить с ними в бой. Все видели, как танки заходят, видели, как все остальные заходят, но они не хотели стрелять против чеченцев. Они говорили, нет, чеченцы, раз они организовали такую шествие, раз они способны, пусть берут власть, ничего страшного.
Вот, стояли. Потом раз танк, второй танк, оттуда появляются русские, и вот пошло по Грозному. Это не оппозиция, не Гантамир, это русские, и вот оно пошло. У нас 5 или 6 танков взорвались именно самовзрывом, то есть они были подорваны внутри танков, то есть они сами подорвались. Их не сбивали ни дудаевские стрелки, их не сбивали ни наши, они просто подорвались. Ну вот так вот взорвались изнутри просто танки, наши боевые машины, которые прямо в ходе боевых действий. Сегодня-то мы знаем, что случается с танком, когда его подбивают. Сегодня мы это видим, но это не то. Это не гранатометные выстрелы. Это были непонятные подрывы, заранее придуманные, начиненные. И по сегодняшний день никто не может на этот вопрос ответить. Когда с Грозненских улиц убирали разбитые танки, решение о вводе федеральных войск в Чечню было уже принято. До начала войны оставалось 13 дней. Кто прав, кто не прав.